продолжаем цикл видеоинтервью «Лица ВАК» с депутатом Народного собрания Республики Абхазия, с исполнительным секретарем Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Инаром Гицпо. В этот раз интервью будет отчетным за проделанную работу за прошедший год в преддверии парламентских каникул. Здравствуй, Инар. Добрый день. Последнюю нашу встречу ты был кандидатом в депутаты Народного собрания Республики Абхазия. Сейчас ты действующий депутат, вот уже чуть больше года получается. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты входил в роль депутата? Этому нигде не учат, да, то есть это нужно как на ходу как-то получается, да, как вообще ты вжился в эту роль, насколько комфортно ты себя в этом чувствуешь? Ну, прежде всего, конечно, это, наверное, ощущение ответственности, новой ответственности и очень большой ответственности. Оценку, скорее, тут, наверное, будут давать избиратели, и не только избиратели, граждане Абхазии, да, которые так или иначе следят за деятельностью в парламентском процессе, ну и за результатами этой деятельности. Так или иначе, как бы, да, я там 11 лет работал в Министерстве иностранных дел, мы частенько взаимодействовали и с Народным собранием, парламентом по ряду вопросов, и несколько понимал вообще структуру и схему работы парламента. Но, конечно, попав туда уже непосредственно, очень многому приходилось учиться, что называется, как бы с коленки. И прежде всего я вообще в каждой работе привык, прежде чем приступать к исполнению обязанностей возложенных, да, ответственной должностью, разбираться в регламенте и в процедуре работы в том или ином ведомстве или учреждении, где мне приходилось работать. И попав в парламент, конечно, тоже прежде всего ознакомился с регламентом, ознакомился с процедурой работы комитетов, которых сегодня в парламенте 9. Ну и вот по чуть-чуть, конечно, ну плюс и уже непосредственно практический опыт работы показал, на что больше обратить внимание, на что реагировать в меньшей степени, так как это процедурные какие-то вопросы, и за тебя аппарат некоторые вещи закрывает, как бы, да. Но в целом, если вот давать оценку вот этому прошедшему периоду, хочется сказать, что активная фаза началась относительно, ну вот недавно, да, если так быть более детальным, то именно законотворческая деятельность, основная обязанность, как бы, да, депутата заниматься законотворческой деятельностью, она вот у меня получила старт где-то, наверное, месяцев 6-5 назад. Ты член двух комитетов. Комитета по государственной правовой политике и комитета по образованию, языковой политике, религии и работе со СМИ. Меня интересует следующее. Как так получилось, почему выбор пал на эти комитеты? И, казалось бы, исходя из твоего профессионального опыта, ты, по идее, должен был быть, ну, на мой взгляд, должен был быть членом комитета как минимум по международным вопросам и работе с соотечественниками. Я могу название путать, длинные названия комитетов, я Да, в извиняюсь. этом плане, конечно, у меня тоже была дилемма. Вот я до этого говорил, да, 11 лет я посвятил службе внешнеполитическому ведомству, да, там какой-то период был полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике, да, там какой-то период тоже времени работал даже заместителем председателя Госкомитета по репатриации, то есть эти вопросы, как раз которыми занимается соответствующий комитет, они мне очень близки, и это как бы Было бы базис, логичным. да, это базис моей, так сказать, профессиональной деятельности. Но там сложилась такая ситуация, когда хотелось себя попробовать и в других направлениях тоже, как бы, да. Это не исключает моего содействия решению дипломатических задач на уровне парламента, да, и реализации внешнеполитических каких-то инициатив. Я стараюсь максимально там, где это уместно, как бы принимать участие в работе и Международного комитета тоже. В частности, я являюсь членом группы дружбы между парламентами Сирийской Арабской Республики и Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Являюсь членом комитета по сотрудничеству и взаимодействию между парламентом Абхазии и Государственной Думой Российской Федерации, ну и ряд других вопросов, да, в частности, я по направлению
ближневосточник все-таки в большей степени, да, и вот это направление в парламенте тоже стараюсь, еще раз подчеркну, там, где это необходимо, оказывать содействие реализации задач. Но хотелось попробовать себя и в реализации тех вопросов, которые мы прорабатывали долгое время и с командой Конгресса ВАК. Это социальные вопросы, это в частности вопросы, конечно же, связанные с языковой политикой, с вопросами развития образования, культуры, спорта, сохранения этнокультурных ценностей. И тот опыт, который мне посчастливилось приобрести, работая в команде Конгресса, и продолжаю это делать сегодня, хотелось уже имплементировать в парламенте в виде законодательных инициатив. Это могут быть какие-то отдельные законы, это могут быть постановления и ряд других предложений. Кстати, позже мы, наверное, об этом поговорим. Одно такое законодательное новшество получилось реализовать уже. Государственно-правовой политики комитет, но это действительно тот комитет, который занимается широким спектром вопросов. Да? Это прежде всего вопросы, связанные вообще с государственным устройством Республики Абхазия. Да? Это вопросы взаимодействия ветвей власти, это вопрос судебной власти, это вопрос реализации и строительства там, государственно-правовых отношений, да, ну и реформ в частности тоже, государственного устройства, политики государственной. И вот тут вот хотелось себя попробовать, как бы посмотреть вот с этой точки зрения возможности и свой потенциал. Опять-таки подчеркну, беря за основу опыт, который был приобретен в том числе и в большей, наверное, степени работая в Абхазо-Абазинском конгрессе. Ну, то есть, получается, начав работу в новых направлениях, ты не оставил то, чем ты занимался все эти годы, и в рамках деятельности Конгресса в том числе. Поэтому назревает вопрос, вот будучи депутатом сегодня, чем ты занимаешься в Конгрессе? Нет, конечно, оставить это вообще никак не получается, потому что внешнеполитическая деятельность, вообще внешняя политика и дипломатия, она держит. Как бы ты один раз, когда туда попал и связан с вопросами укрепления, да, там, внешнеполитических интересов, внешнеполитического курса Республики Абхазия, установления новых контактов, да, укрепления тех, которых есть, развитие связи с соотечественниками, с диаспорой, как бы, и тут это тоже перекликаются с деятельностью Конгресса. Оставить это невозможно, как бы, да, вот буквально недавно все мы сопереживали тем трагическим событиям, которые произошли в Турецкой Республике, это землетрясение и последствия. И вот я активно принимал участие тоже в процессе организации и доставки гуманитарного правительственного груза от Республики Абхазия в пострадавшие от землетрясения районы Турции. То есть это на самом деле это образ жизни, дипломатия, как бы. На сегодняшний день в парламенте вообще работа очень интересная, очень интенсивная. И вот та степень ответственности, о которой я упоминал, да, в самом начале, она не дает расслабиться. На сегодняшний день вот активно занимаемся и реализацией некоторых законодательных инициатив, который мы предлагаем, да, учитывая опыт определенный, ну и плюс принимаем участие в работе над теми законодательными инициативами, законопроектами, которые попадают от субъектов права законодательной инициативы. Да, там мы знаем, что это президент, это генеральный прокурор, это Верховный суд. Но в основном к нам попадают вопросы, которые адресовываются в парламент от президента. Продолжаем решать вопросы и рассматривать вопросы, которые на том или ином этапе остались нерешенными предыдущим созывом парламента. Ну и по логике вещей действующий созыв должен довести их до логического завершения. Как бы, да, и вот над этим тоже работаем. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к команде ВАК, в рамках которой ты выдвигался в депутаты, скажи, пожалуйста, другие кандидаты участвуют в твоих законодательных инициативах? Если да, то как? Конечно, ну, как вы знаете, мы тогда об этом тоже говорили, принимая решение участвовать в избирательном процессе,
мы подошли к этому системно. Мы подготовили программу развития Республики Абхазия до 2030 года, которая предусматривает развитие и укрепление деятельности государства по ряду направлений. Но в основном это, конечно, вопросы укрепления социальных обязательств государства и развития этих обязательств. И вот каждая инициатива, которую в рамках даже, возможно, идеи, да, мы обсуждаем ее, само собой, с командой Конгресса. И та программа, которая была тогда сформирована, она является такой настольной книжкой, если можно так выразиться, для того, чтобы эти инициативы не остались просто на бумаге и не были просто как вот предложения предвыборные. Они же носят предметно-практический характер. И вот стараемся то видение и те задачи, которые тогда мы перед собой ставили в качестве кандидатов в депутаты, сегодня вот посредством моего мандата реализовывать. И в этом плане и взаимодействие, и координация, она укрепляется, и согласование вопросов, которые там можно сначала вынести, которые можно там подготовиться получше и вынести там немножко позже. Вот этот процесс тоже работы совместной, он продолжается, и он не прерывался вообще. То есть есть определенное видение работы на Да, ближайшие обязательно, годы? конечно. Без этого, ну вот вообще мне сложно представить какую-либо работу, да, неважно какая она, без программного структурирования и видения ожидаемых результатов. И это очень сильно помогает, это тебя, во-первых, дисциплинирует, это тебе не дает возможность распыляться на какие-то, как сказать, неважные или побочные вопросы. Поговорим о твоих законодательных инициативах. У тебя их было уже несколько, что-то уже в работе, что-то уже вступило в силу. Одна из таких инициатив – это поправки к закону о финансовой аренде и лизинге. Расскажи, Да. пожалуйста, об этих поправках доступным зрителям языком, так чтобы мне было понятно, чтобы было понятно, в чем польза и суть вообще этих поправок, и какую пользу они приносят в первую очередь избирателям и гражданам Абхазии. Ну, прежде чем перейти вот к конкретному ответу на этот вопрос, хотел бы несколько издалека зайти, вообще рассказать так в двух словах о процессе, какой проходит там законодательная инициатива внутри парламента. Да? Сначала оформляется эта законодательная инициатива, она оформляется на бумаге в соответствующей форме и передается спикеру на утверждение. Да? Там регистрируется и потом уже опускается в соответствующий комитет, где депутаты, состоящие в этом комитете, работают над ней. Данный законопроект, он был в работе бюджетного комитета, в котором я не состою, но так как мне стало интересно, а я материалы сессионные как бы читаю все, вне зависимости от того, состою я в том или ином комитете, где этот вопрос рассматривается или нет, как бы, да, и вот читая этот документ, сразу хочу сказать, что это важный документ, что это очередной шаг к систематизации определенной сферы работы, да. В большей степени это связано с предпринимательской деятельностью. У нас Гражданский кодекс предусматривал определенно, вот я просто, может быть, немножко сложно говорю, но потом постараюсь это раскрыть более доступно, да, чтобы это не было скучно, как бы, да. Вот Гражданский кодекс, он несколько оговаривал там вот этот именно вид деятельности, но не раскрывал. И была законодательная инициатива, которая ее раскрывала в большей степени. Но там, на мой взгляд, были некоторые неучтенные аспекты. Да? В частности, к этому законопроекту я предложил 9 поправок, которые, благодарю коллег, пользуясь случаем, прошли единогласно. Как бы все эти 9 поправок законодательных, они были приняты. Ну, основные, конечно, они касались все-таки, что такое лизинг вообще? Это когда я что-то беру в пользование, да, за какую-то определенную там цену. Если у меня нету, допустим, возможности купить это, я это хочу взять, оно мне нужно там, к
примеру, если я там занимаюсь строительством, да, или какими-то иными, да, там, тем же сельским хозяйством, и мне необходима техника, но я не могу за счет собственных средств приобрести эту технику, да, этот закон дает возможность и регулирует правоотношения меня, как потребителя этих услуг, с тем, у кого это оборудование, которое мне необходимо, есть, да. И если зачастую складывается ситуация, когда я напрямую, допустим, у иностранных каких-то компаний, не могу это взять напрямую ввиду некоторых юридических особенностей, и учитывая, что мы в разных государствах находимся, что мы являемся юрлицами или физлицами, неважно, разных государств, зачастую бывает ситуация, когда нужен посредник. И в принципе вот этот законопроект, он регулирует эту сферу, чтобы комфортно можно было То есть работу трех сторон. работу трех сторон организовать. Но там, на мой взгляд, были такие вещи, которые все-таки стоило учесть. К примеру, я обратил внимание на то, что данный законопроект не исключает возможность третьим лицом взять в аренду жилое помещение, условно там дом на территории Республики Абхазия, и потом при соблюдении, добросовестном соблюдении договорных отношений, как бы, да, обязанностей и ответственности, может это выкупить. Да, то есть, условно говоря, там я через кого-то, не являясь гражданином Республики Абхазия, беру в аренду жилое помещение, пользуюсь им, и потом впоследствии могу выкупить это. Понятно, что у нас другие нормы закона создают определенные ограничения для этого, Да, но тут вот, только чтобы хотела не было, сказать. да, противоречия между ними, вот подобного рода вопросы я предложил коллегам внести, чтобы это понятно, окончательно и емко было там отражено. Но это вот один из примеров. Там были еще вопросы технического характера, но в целом как бы все коллеги Поправки и на действуют. комитете, да, и потом на сессии все коллеги согласились как бы со своевременностью внесения вот подобных поправок в этот законопроект, и он уже работает, он действует именно в этой редакции, в которой мы предложили внести изменения. Еще одной твоей законодательной инициативой было совсем недавно, по-моему, принято постановление об упорядочении названий географических объектов на территории Республики Абхазия, их транскрипция на русский и английский языки. Расскажи, пожалуйста, об этой работе, как она была проведена, почему появилась такая идея, в чем была суть. То есть были недоработки, не все транскрипции были указаны, не все названия, или были ошибки, или почему появилась идея, проявить инициативу и принять такое постановление? Хочется сказать, что идея появилась именно в результате опыта приобретенного и работы, которую проводили в Абхазо-Абазинском конгрессе. Вячеслав Андреевич Чирикба, являясь автором труда, который систематизировал вопросы правильного обозначения и транскрипции географических и гидронимических названий на территории Республики Абхазия и иных стран, как бы, да, вот он же является членом Высшего совета Абхазо-Абазинского конгресса, и эта книга была, в принципе, издана, этот труд был издан при содействии, при поддержке Ануала Шара. Это партнерская наша организация, председателем которой также является Мусах Абальевич Гзеков. Да. Эта книга появилась в свет, ну вот благодаря содействию Мусыха Абальевича Гзекова лично, ну и вот как бы Алла Шара. И презентация тоже проходила у нас в офисе Абхазо-Абазинского конгресса. Очень меня тогда она заинтересовала. Я начал детально ее изучать и потом предложил Вячеславу Андреевичу Чирикбе, а я знаю, что до этого были некоторые законодательные акты, в том числе и Валерий Ермеевич Кварча выносил несколько постановлений, которые были такой базой и для труда Вячеслава Андреевича Чирикба. Но не только это, да, там в этот труд еще источником для создания этого труда послужили работы и БГАЖБа, и Тача Гицба, и другие источники. Но это такой
собирательный труд, который систематизировал все то, что было уже сделано до этого, и представил в одном месте это То есть все. мы можем сказать, что сейчас список абсолютно полный, и все географические объекты учтены в этом Он постановлении. максимально полон, я бы так сказал, Какое но, количество? возможно, конечно, с ним надо еще работать, то есть не претендуем на то, что это вот как бы все окончательное издание, с ним нужно работать. В этот список вошло 856 географических и гидронимических названий, но это не маленький труд, и их Конечно. транскрипция правильно, максимально приближенная, К абхазскому. транскрипция к русскому и английскому языкам. Нет, ну исходя из абхазского Исходя из названия. абхазского, То есть в конечно. основе абхазский язык, а Да. потом уже русский, и из русского уже транскрипция в английский. Я правильно поняла? Из Или абхазского, прямая? прямая из Прямая. абхазского транскрипция в английский язык, чтобы максимально фонетически Отразить звуки. отразить, да, произношение названия А с абхазских. лингвистами, с филологами работали? Для Само собой, вообще транскрипции? этот труд, он был утвержден к печати институтом ученым советом Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Абхазия и Институтом языкознания Российской Академии наук. То есть, ну, это максимально научный подход к принятию законодательного акта. То есть он основывается именно вот на таком научном подходе. Это впервые такая систематизация происходит, плюс это дает возможность в одном месте получать информацию о географических и гидронимических названиях Республики Абхазия. Упрощает работу глав администрации районов, да, там, районных собраний. Плюс это дает возможность правильного написания в учебниках по истории, по географии, да, природоведению, в печатных каких-то изданиях, в СМИ То есть- и указателях, дорожных указателях. Вот потому только хотела что, спросить, да. да, зачастую, но мы с тобой, сейчас не хвалясь об этом говорю, знаем английский язык, вот проезжая по центральной трассе, мне зачастую сложно прочесть, что там То есть написано. сейчас есть существенная разница между некоторыми названиями объектов в этом постановлении и существующими, например, указателями на территории, по Да, трассе и так их далее. транскрипция. А Да. что вот дальше? То есть в соответствии с этим транскрипция. Но в Транскрипция указателях указана не транскрипция, а название на других Ну, языках. зачастую она тоже не соответствует, допустим, там орфографически даже. Некоторые буквы в английском языке не соответствуют произношению и буквам там в абхазском языке. А это вот тут уже такое руководство к действию, такая инструкция, как это нужно делать, научно обоснованно. Ну вот сейчас кто должен взяться за этот вопрос, чтобы все указатели привели в соответствие вот с этим постановлением, чтобы на всей территории Абхазии или хотя бы по трассе начать, да? Кто должен взяться за это? То есть ты должен дальше проявлять Нет, третий пункт инициативу. постановления, которое уже вступило в силу, исполнительная власть, кабинет министров уполномочен в соответствии с этим постановлением уже приводить в порядок все те вещи, которые непосредственно связаны с названиями. Ну, то есть кто-то в любом случае должен какой-то указ, приказ сделать к исполнению. Ну, исполнительная власть, конечно. Это вот от кабинета министров спускается там уже по иерархии, там главам администрации района. И, кстати, хочу отметить, что большой интерес. Ко мне поступило огромное количество звонков. Люди звонили и просили переслать им электронную версию этого постановления, а самое главное списка этих названий. И даже из числа диаспоры меня просили им это прислать. Там есть люди, которые занимаются как бы изучением истории, этнографии, языка абхазского. А что по поводу транскрипции на турецкий? Она насколько разнится с английской? Могут ли наши соотечественники, говорящие на турецком языке, использовать английскую транскрипцию для Я правильного думаю, могут. прочтения? Это все-таки там база латинского алфавита, как бы латинской транскрипции, да, поэтому для них не составит труда особо. Но, конечно, если развивать дальше эту тему, то можно продолжить, да, хотя, вот, честно говоря, вот такой крайней необходимости я в этом не вижу, все-таки там графика латинская, им понятно будет, мне кажется, прочитать то или иное название там на английском языке. Мне кажется, в настоящее время, разговаривая с любым депутатом нынешнего созыва, невозможно не спросить об их отношении
к двум, так скажем, к одному законопроекту. Это о правовом регулировании апарт-отелей и апартаментов, и к межправсоглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче объекта Республики Абхазия на территории Республики Абхазия Российской Федерации. Я тебя спрошу о первом сперва. Мнений очень много в нашем обществе. Кто-то называет этот законопроект антигосударственным, антиабхазским. Вчера прочитала, кто-то сказал, суицидальный законопроект для Республики Абхазия, который отвечает только интересам некоторых определенных лиц, так скажем. Кто-то считает, что закон ни в каком виде нельзя принимать, он неприемлем. Кто-то считает, что его нужно принимать, доработав некоторые там статьи. Третьи считают, что его также нельзя принимать в отсутствие градостроительного кодекса и других законодательных актов. Я хочу спросить тебя, ты за, ты против, ты где-то между, а главное, хочу услышать аргументированный ответ, почему ты так считаешь. Да, действительно, перешли мы к сложным материям, да, сейчас. Да. Ну, действительно, законопроект о правовом регулировании статуса апартаментов и апарт-отелей последнее время, ну вот такая притча во языцах, да, у нас. Ну, действительно, законопроект очень сложный, многосложный, я бы даже сказал. Но, тем не менее, несмотря на полярность мнений, в парламенте, в стенах парламента идет абсолютно рабочий процесс над вот этой инициативой. 12 июля состоялось слушание парламентское, это было очередным слушанием, комитетское слушание, на котором этот вопрос рассматривался. Были приглашены представители различных общественно-политических движений, политических партий. Да, преобладали, конечно, представители тех организаций, которые не поддерживают принятие этого законопроекта, но не только. Там были и председатель политической партии Амцахара, который свое видение представил, и, кстати, он предложил внесение некоторых изменений в этот законопроект. Да? Ну, идет рабочий процесс, выслушивается различный спектр мнений. В том числе было заслушано мнение Общественной палаты. Нам предоставили, кстати, заключение Абхазского государственного университета по этому поводу. И депутаты сейчас работают над изучением всех граней этого законопроекта. Во-первых, хотелось бы об этом говорить без эмоций, на самом деле, да, вот в сухом остатке, что мы сегодня имеем. С одной стороны, да, есть какие-то экономические перспективы с принятием этого законопроекта, но с другой стороны, у части общества или у большинства общества, мне сложно об этом судить, но есть и опасения. Я, честно говоря, большинство этих опасений разделяю. Да? Вот, что просто не занимать долго времени, как бы перечислю коротко одни из основных направлений, которые меня очень сильно беспокоят, да, начиная от таких вопросов, как демография, сохранение и развитие этнокультурных ценностей, языка, социальных каких-то вопросов, да, которые действительно их нужно укреплять и развивать. Ведь зачем скрывать, у нас есть в этом направлении над чем еще работать, и очень много вопросов, которые не решены для того, чтобы утверждать, что идеологически у нас проблем нет ни с демографией, ни с развитием языка, сохранением и развитием этнокультурных ценностей. С другой стороны, есть какие-то технические вещи, да, это неготовность наших коммуникационных сетей для того, чтобы обеспечить, как предлагается в законопроекте, в той редакции, в которой мы получили его, 30 тысяч апартаментов. Да? Это элементарные базовые вещи. Это водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, да, там, в том числе и парковочные даже места. Это, это те объективные вещи, с которыми мы уже сегодня сталкиваемся. Плюс, да, действительно, какие-то базовые вещи в виде градостроительного кодекса, генплана, кадастра и ряда других еще вопросов, которые не решены и решение которых или только сейчас в процессе, да, кадастр, например, кадастровая палата, да, над ней идет работа, но опять-таки говорить о каких-то сроках
но пока преждевременно, а все остальные вот тоже пока вот в таком вот градостроительный кодекс тоже, я знаю, что Резу Платонович Зантария, будучи председателем экономического комитета, взял этот вопрос в работу, но перспективы его принятия, да, они, ну, как бы сложно их очертить. Возможно, мы говорим о каком-то красивом проекте, условно какого-то красивого дома, да, там замка, но мне кажется, что мы подходим к строительству не с той стороны, вместо того, чтобы заливать прочный фундамент, на котором можно будет потом этот красивый дом построить, мы ищем возможность начать его строить с крыши, с кровли. Но не сработает это так, поэтому, на мой взгляд, 12 июля на том слушании, да, было озвучено очень много дельных, предметных вещей, предложений, которые стоит учесть при работе над этим законопроектом. Закон еще не принят, обсуждают просто крайне, да, эмоционально. Пик, значит, обсуждения этого закона, а апарт-отели уже строятся. Вообще, как это оценивать? Как вот на это смотреть? Что это? Ну, Можно ли возвращаясь рассчитывать, что в немножко, любом да, случае примут его? Или мы строим это, на перспективу? Или мы будем нет, это продавать только нашим это гражданам? абсолютно разные Расскажи, вещи, насколько пожалуйста. я это понимаю, да. Ну, возвращаясь немножко назад, вот что касается роста цен на недвижимость, да, с вопросом, как это связано с вопросом обсуждения законопроекта о регулировании правового статуса, да. Возможно, связь есть, конечно, я это не исключаю, но мне сложно говорить о том, что это вытекает из одно из другого, как бы, да. Я вот не упомянул о том, что это есть опасения, э, как принятие данного законопроекта и строительство впоследствии апартаментов повлияет вообще на туристическую сферу в Республике Абхазия. Ведь, ну, не секрет, что у нас много домохозяйств занимаются принятием отдыхающих, да, и предоставлением им услуг, да. Не убьет ли это вот этот сектор, да, нашей экономики? То есть там Местного очень, да, да, бизнесмена, да, то есть там среднего, очень, да? очень много вопросов, к которым действительно, еще раз подчеркну, не хотелось бы эмоционально подходить, но это нужно принимать во внимание, это нужно взвешивать, нужны очень прям такие глубокие изыскательские какие-то работы, да, где вот по каждому из озвученных нами и не озвученных нами, да, Мгм. направлений были Конечно. такие вот, ну, глубокие заключения даны. Поэтому я считаю, что сейчас, ну, не время для этого законопроекта, и нужно максимально сконцентрировать усилия государства на решение вот этих вопросов, с которыми связаны риски и опасения населения, как бы. И тут я разделяю. Что касается второй части, то, что строят уже. Но на данный момент действует, если я не ошибаюсь, распоряжение Кабинета министров от 2019 года, но там форма другая. То есть сегодня это строительство с долевым участием. То есть собственниками этих площадей в зданиях, которые строятся и презентуются как апарт-отели, да, собственниками являются юридические лица, и они занимают определенную долю в фирме согласно купленной площади, так скажем. То есть нарушения здесь законодательства нет. Наоборот, в случае, допустим, ситуацию, что этот закон принимается вот в том виде, в котором он сейчас представлен в парламент, ну и с возможными некоторыми поправками. Вот предположим, что он принимается в парламенте и становится как бы нормативно-правовым актом. В таком случае нужно будет решать вопрос с теми, которые уже построены, потому что статья 12 этого законопроекта предполагает, что все те обязательства и нормативно-правовые отношения, которые были до принятия этого закона, Они перестают они, действовать, да? да, они перестают действовать, по сути. А если не принимают закон, То все остается так, как есть то как, сейчас. как будет вестись работа вот тех строящихся сегодня апарт-отелей? Но мне это сложно сказать. Но опять-таки, если мы говорим о правовом статусе, как бы есть ли нарушение закона сейчас или его нет, я считаю, что нарушения закона нет, потому что
Это Но мы говорим строительство о происходит в соответствии с тем распоряжением, которое было принято Кабинетом Министров. Мне сложно поверить в экономическое чудо от принятия этого законопроекта. Вот и все, как бы. Но я тот человек, который готов и наоборот ждет аргументированное убеждение меня, что я ошибаюсь. Просто, к сожалению, пока я его не только не ты. приобрел. Хотел бы в продолжение еще подчеркнуть, что, конечно, вот то мнение, которое я озвучил относительно закона о правовом статусе, о регулировании правового статуса апартаментов и апарт-отелей, что я практически в режиме реального времени консультируюсь и э, получаю обратную связь от избирателей, да, но когда мы уже подойдем к этапу, когда нужно будет принимать определенное решение, у меня мое мнение сформировалось. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что я в парламенте, как и каждый депутат, в принципе, представляет интересы тех избирателей, которые дали ему полномочия это там делать. Как бы я буду проводить предметные встречи с избирателями, буду общаться, буду ориентироваться на их мнение и на их поручения для меня в парламенте тоже. Переходим к второму сложному вопросу. Я его упомянула. Судим межправ соглашения, да, передачи объекта Российской Федерации на территорию Республики Абхазия. Точно такой же вопрос, как и предыдущий. Какое твое мнение по данному вопросу? Да, к этому вопросу я бы тоже старался подходить без эмоций. Соглашение, оно подписано в таком виде, в каком оно подписано. Кстати, вот немножко отвлекаясь, хочу сказать о том, что буквально недавно на сессии парламента в окончательном чтении была принята поправка в закон о международных договорах, согласно которому теперь каждое соглашение, межправсоглашение, международное, скажем так, соглашение на этапе его обсуждения и разработки должно попадать в парламент для прохождения Очень и хорошо. парламентской как бы экспертизы, чтобы парламент не был поставлен в ситуацию, когда вот он уже Перед перед фактом. фактом, да, уже подписано, и с Ратифицировать этим или нет, что-то да. нужно делать, да. Что касается вопроса, связанного с передачей госдачи, да, так называемым Пицунде, но он тоже попал в парламент вот уже как вот свершившийся факт. Кстати, у меня по этому поводу, вот лично мое предложение было, опять-таки основываясь на законе о международных договорах, который предполагает возможность внесения оговорок в то или иное соглашение, уже подписанное, как бы, да, работать именно в этом направлении. То есть, что это значит? Соглашение подписано, но парламент, когда ратифицирует его, да, у него есть возможность внести определенные изменения в те статьи, которые парламент, ну и вообще сторона абхазская в данном случае, считает, что для Абхазии не должны работать в том виде, в котором они там указаны. То есть это Но параллельный процесс. э, Ратификация и внесение поправок в да, уже да, и ратифицированный. ратифицируется с учетом этих оговорок, они так называются. Но, как известно, два юриста, три мнения, да, и вот там вот возникло обсуждение у нас о том, что при заключении двухстороннего соглашения этот механизм нет необходимости применять, так как, ну, логически, в принципе, я согласен, да, если мы с тобой о чем-то договариваемся, Значит, то мы согласны со всеми продуктом статьями, да. Продуктом наших договоренностей является соглашение, в котором мы уже все обсудили. И зачем тогда применять вот норму закона, которая дает возможность внесения определенных оговорок в текст? Но в таком Но случае превентивные меры, они но окажутся мне действенными, да? кажется, во-первых, там нету прямого указания на то, что соглашение должно быть или не должно быть двухсторонним, а должно быть там многосторонним, трехсторонним, не знаю, или гораздо более широким. Однако при наличии того, что это там не оговаривается, и плюс, мне кажется, что все-таки тогда, когда принимался этот закон, давалась возможность парламенту, это же все-таки отдельная ветвь власти, в которой работает и трудится 35 депутатов, да, им оставлялась возможность увидеть, может быть, то,
что не увидели представители исполнительных органов власти, которые готовили это соглашение к подписанию и которые его в конечном итоге подписали. То есть это определенный такой фильтр, возможно, да? Несколько ступеней. Да, не Кто меняя подписал. сути самого соглашения, как бы ключевых, может быть, там каких-то позиций, тем не менее, адаптировать при ратификации его к более такому комфортному внедрению в действие. Вот. Такие предложения были, они до сих пор, в принципе, с моей стороны сохраняются, но тут выяснилось, что соглашение и приложение, которое является неотъемлемой частью этого соглашения, это географические координаты, точки, они неверны. Исполнительные органы власти, которые должны принять решение по устранению вот этих вот неточностей, этих ошибок в географических координатах. А это не просто какая-то техническая вещь, это неотъемлемая часть соглашения, которая как бы Хорошо. меняет границы полностью. Предполагает ли это, что при внесении вот этих поправок можно и внести другие, не только в приложение, но в сами статьи необходимые? Вот тут очень сложный процедуральный вопрос. Соглашение предполагает внесение в него изменений, но на этапе следующем, уже после того, как оно вступит в силу. А вступает оно в силу тогда, когда его ратифицируют. То есть, но тут вот такая дилемма. Заведомо зная, что соглашение содержит ошибки, Как его ратифицировать? какая процедура ратификации? То есть как можно ратифицировать что-то, что уже заведомо с ошибками? А. Ошибки. Б. Статьи и пункты, с которыми... Это уже другой вопрос. Да, но тем не менее. Да, это другой вопрос. Возможно, да, там согласовать позицию, какие-то предварительные договоренности с российской стороной о том, что вот по этим там пунктам и статьям этого соглашения мы будем после ратификации вносить предложение об изменении, получить, допустим, от российской стороны заверение, что российская сторона примет их и согласуется. После ратификации. Да, но это уже дипломатический процесс, как бы, да, и учитывая стратегические отношения, партнерские отношения между нашими странами, я уверен, что это можно было бы сделать. Кстати, в этом контексте вот хотел бы упомянуть еще соглашение о признании и приведении в исполнение судебных арбитражных решений. Да, в целом, По как бы, экономическим вопросам. по экономическим вопросам, да, совершенно верно. Это, в принципе, это нормальная практика развития, но там есть одна особенность в этом соглашении. Оно ретроактивно. То есть, что это значит? Ну, как известно, да, говорят, закон обратной силы не имеет. Или, да, там закон наперед. Есть такие общеизвестные фразы и формулировки, да. А это соглашение, оно предполагает, что те судебные решения, которые были приняты до вступления в силу данного соглашения, они, положения этого соглашения будут распространяться на те решения. И это, честно Какой говоря, срок? не оговаривается, просто соглашение дает возможность. Условно говоря, в 2001 году было какое-то судебное Оно решение будет на пересмотрено в территории соответствии с новым соглашением. было принято, да, на территории Российской Федерации, потому что или на территории Да. Республики Абхазия, неважно, потому что это соглашение Да, взаимно. взаимно. Да, и после вступления в силу этого соглашения, то есть решение суда с 2001 года, вот это соглашение может распространяться на него. То есть то, что было принято в Российской Федерации, оно должно быть приведено в исполнение на территории Республики Абхазия. Или то решение суда, которое было принято на территории Республики Абхазия в 2001 году, условно мы говорим, должно будет приведено в соответствие и исполнено на территории Российской Федерации. Как бы. Да, бывает такая международная практика, но это крайне редко. И это оговорено. Нету оговорки в этом соглашении относительно того, что ухудшает ли это ситуацию или нет, и какой временной отрезок назад мы берем. Просто соглашение ретроактивно, оно так называется, как бы. И тут вот, ну, тут вопрос. Инар, расскажи, над чем работаешь сейчас, над какими законодательными инициативами?
У меня сейчас уже внесенная законодательная инициатива, которая проходит сейчас процесс регистрации. Она конституционная, сложная, касается судебной власти и касается, на мой взгляд, обеспечения принципа разделения, укрепления принципа разделения властей. В частности, она состоит из двух инициатив, по сути. Ну, первая, она предполагает процесс представления кандидата на должность судьи президентом в парламент. То есть о чем идет речь? Кандидат на должность судьи должен сначала сдать экзамен, квалификационный экзамен сдать, потом пройти квалификацию в квалификационной коллегии Коллегии. судей. Да. После этого представляется его кандидатура президента, и президент должен внести на рассмотрение в парламент. Но мне кажется, что тут необходимо с целью укрепления судебной власти создать механизм, согласно которому президент в случае, если он как этап рассмотрения президентом и внесения на рассмотрение в парламент, это определенный фильтр тоже, как бы, да. И вот в случае, если президент отказывает в представлении какой бы то ни было кандидатуры в парламент, он должен объясниться, согласно каким критериям данный кандидат не подходит. Как бы, да, что это предполагает? Данная поправка предполагает, в случае, если президент не представляет на рассмотрение парламента ту или иную кандидатуру, ему необходимо направить в ККС мотивацию, где будет указано, почему и по каким критериям данная кандидатура не проходит этап, когда может быть представлена на рассмотрение парламента. Это То есть на первое. сегодняшний день, получается, президент может просто не принять Не какой-то, объяснять, да, и не объяснять, не принять, и не представить на рассмотрение в да. парламент. Условно говоря, вот мы с тобой прошли экзамен соответствующий в квалификационной коллегии судей, рассмотрели наши кандидатуры, дали заключение, представили президенту, и президент тебя представляет в парламент на утверждение, а меня нет. И не мотивирует. И он не объясняет, почему мою кандидатуру не представили. Мне кажется, все-таки судебная ветвь власти, это, принцип разделения властей объяснять, наверное, не нужно, как бы, да, это система сдержек и противовесов, где каждая отдельная ветвь власти, она самостоятельная, независимая. В чем заключается? Как бы судья при исполнении своих должностных обязанностей, он руководствуется беспристрастностью, да, и объективностью. И это базовый принцип. ККС это внутренний судейский орган самоуправления. Создать дополнительные необходимые условия для того, чтобы обеспечить вот эту независимость. Это уже вторая поправка. Да? Это первая конституционная поправка в закон о судебной власти, как бы, да, и она состоит из двух частей. Кроме того, сегодня состав ККС формируется следующим образом. Это судьи, само собой, два судьи судов общей юрисдикции, два судьи судов арбитражной системы и представитель президента, два депутата парламента и представитель от Абхазского государственного университета. И тут я хочу обратить внимание на то, что как бы это, мне кажется, очень важная была инициатива, когда ввели в состав ККС представителя университета, что с одной стороны обеспечивать некую степень общественного участия в этом процессе, но и участия научных кругов. Но там не говорится, вот когда оговаривается кандидатура от Абхазского государственного университета в ВАГУ, не оговаривается то, что данное лицо не должно занимать определенной должности в любой из существующих ветвей власти. Да? Для того, чтобы представительство было равномерным. Конечно. Потому что, подсознательно, в любом случае, да, если нет ограничений, то представитель АГУ, он может также являться там сотрудником или судебной, или законодательной, или исполнительной ветвей власти. И, соответственно, плюс на одного представителя больше. Что дает возможность, конечно, да, косвенно усилить ту или иную ветвь власти в ККС. Да, и позицию определенную. И вот вторая часть моих поправок предполагает
определение того, что данный представитель от университета не должен занимать какую-либо из позиций вот в этих Ветвях. ветвях власти. Мгм. Да. Я поняла. Кроме того, сейчас активно работаем над законопроектом, который будет обеспечивать запрет на ввоз на территорию Республики Абхазия и оборот никотиносодержащих так называемых вейпов, ашки их еще называют, да, там устройств, которые доставляют из жидкости и иных никотиносодержащих препаратов никотин в организм. Почему об этом вообще стал вопрос? Мы, кстати, этот законопроект готовим в соавторстве со спикером Лашей Нукзаровичем Ашуба. Ну, проблема действительно, она очевидна. Я перед тем, как начать работать над созданием этой законодательной инициативы, направил депутатские запросы и в Министерство здравоохранения Республики Абхазия и в Государственный таможенный комитет для того, чтобы понимать в первом случае, насколько известно уже достоверно медикам, как это отрицательно влияет на здоровье людей, а в частности детей и подростков, я об этом отдельно То скажу. есть они И употребляют, да, к используют сожалению, эти да. И во устройства. втором случае, какое количество уже за определенный период, я там взял за отправную точку год календарный, да, за этот календарный год, какое количество таких устройств и жидкостей ввезено на территорию Республики Сколько? Абхазия. По вот, Государственному таможенному комитету порядка 70 тысяч таких За год. устройств в течение года было ввезено и комплектующим к ним. То есть это и жидкости, курительные смеси различные, да, там к этим устройствам доставки никотина в организм человека как бы было введено. Это, ну, это страшная цифра, на А мой сегодня взгляд. этот ввоз и оборот ничем не регулируется? Ничем не ограничен. Не ограничен. Не ограничен. Министерство здравоохранения направило заключение о том, что это крайне вредно для организма человека, в частности для организма, растущего организма детей и подростков. До конца изучить степень вреда пока сложно, потому что это относительно новое изобретение, Ну да, сколько лет? и до сих, Года ну, 3, мне кажется, что 5? активно оно стало популярным, по крайней мере, в Абхазии, ну, где-то последние, наверное, года 2-3, возможно, как бы, да. Но в чем дело? К нам обращаются, ну и во взаимодействии там, с избирателями в округах, да, мне часто приходится слушать о том, что как бы вот эта проблема, она для родителей набирает обороты, потому что, ну, во-первых, определить, употребляет ребенок или не употребляет, крайне сложно, потому что, ну, если обычная сигарета, ну, как минимум элементарно запах какой-то Там нет оставляет, да, этого там запаха. запаха нету. Плюс это в свободном доступе, цены А в варьируются. поведенческих каких-то реакциях это Нет, нет? Тоже никак. поведенческих нет, пока как То есть бы опьянения какого-то нету. нет, это не дает никакого опьянения, как бы, но тем не менее, вот вред для организма, для дыхательной системы, для сердечно-сосудистой системы, там, для головного мозга, конечно, вред очевиден, но этот процесс еще не завершен. Медики продолжают исследования над этим вопросом, чтобы определить степень вреда, как бы. Наши медики или вообще в Вообще целом? в мире, да, и Международная организация здравоохранения тоже над этим работает, как бы, да, и каждый год там заключения, они обновляются. Но то, что это вредно, это очевидно. И плюс ко всему, да, мои дети учатся в школе, и, ну, я, конечно, провожу там беседы, спрашиваю. И в частности задавал этот вопрос, ну так как-то вот сдалека заходил, и мне вот старшая дочка рассказывает о том, что часто встречает в школьных туалетах школьников, которые вот там вот употребляют вот эти вещи, как бы, То есть да. в продаже без ограничений любого возраста человек, несовершеннолетний в том числе, может приобрести. Да, абсолютно свободно в обороте, да, там каждый может купить, и ценовой диапазон там от там,
500 рублей до, там, не знаю, 1500, наверное. Это Да, что, вот ценовое, многоразовое устройство? это многоразово. Ну, там есть разные виды, конечно, этого устройства, но тем не менее, ну, вот ценовой диапазон вот приблизительно такой. Кроме того, уже зафиксированы случаи, когда детишки обращаются там в стоматологии, ну, потому что обжигает полость рта, бывает некачественный продукт, он там взрывается, растекается, это жидкость горячая в полости рта, ну и дети, ну, первое, куда там считают, что нужно пойти, это в стоматологию, чтобы полость рта проверили, и они просят стоматологов не говорить родителям, что произошло, как бы, да, что они употребляли вот эти вот устройства, и Я даже не знала, да, что есть и такая это большая проблема. проблема, которой пока что, на мой взгляд, мало внимания, но она усугубляется. И вот тут вот мы работаем сейчас как раз над этой законодательной инициативой, чтобы запретить как ввоз, так и распространение и оборот То есть, если этих запретят ввоз, чтобы устройств, сразу изъять то, что в обороте. да, чтобы не было разрешено их продавать на территории Республики Абхазия. Я бы хотела поговорить о такой не менее важной составляющей работы депутата, это работу с людьми. Если спросить меня, то депутат парламента, по идее, не должен заниматься этим вопросом, и должен заниматься непосредственно законотворчеством. Но у нас сложилась другая традиция, вот, поэтому я знаю, что важную часть, основную часть, или как половину, да, твоего времени занимает работа с людьми. Скажи, пожалуйста, с какими вопросами обращаются ли вообще, и удается ли решать эти вопросы? Это действительно важная часть деятельности депутата, каждого депутата, и, наверное, при любом созыве. Люди очень часто обращаются с различными просьбами, но в основном характер этих просьб заключается в содействии предоставлении материальной помощи, в частности, на получение лечения, на приобретение медикаментов. Зачастую это бывает на приобретение элементарных там, продуктов питания, там, бытовых каких-то нужд, да, решение бытовых нужд. Э, Ну, чаще всего, конечно, все-таки лечение, медикаменты. Бывают вопросы, которые чисто вот такие хозяйствующего плана, да, там, Например? когда, например, когда долгие годы, к сожалению, не решаются вопросы с канализацией, с водоснабжением в многоквартирных, многоподъездных домах, да, там понимаю, что зачастую как бы решение этих вопросов, ну, финансово обременено, но тем не менее как бы и вот они считают, что депутат это тот человек, который может вывести на какой-то новый уровень там, где смогут решить этот вопрос, ну, как бы, да, вот туда он сможет оказать содействие, чтобы это решилось, да. В моем округе две острые проблемы на данный момент. Это вопрос решения ситуации как бы с подвалами, затопление подвалов, и второй это вопрос лифтов. Да. По первому вопросу сейчас уже решения принимаются. Конечно, тут тоже стоит отметить, да, справедливости ради, что зачастую сил управы, да, там, или администрации города, ну, недостаточно для того, чтобы какие-то такие масштабные вещи были реализованы. И вот тут вот как бы депутат рассматривается в качестве той фигуры, того человека, который может вывести на другой уровень, да, там на кабинет министров или там на уровень администрации президента, и с использованием ресурсов, которые доступны там кабинету министров или администрации президента, все-таки решить этот вопрос. Ну, с подвалами, как я сказал, вроде бы уже вопрос, ну там путь решения, дорожная карта как бы обозначена, да, там технические вопросы некоторые остались. Вот по лифтам проблема. Это действительно большая проблема, потому что та программа, которая на определенном этапе работала, ее уже нет, а есть многоквартирные дома, где проблема сохраняется. И в этих домах есть дети-инвалиды, которые живут на высоких этажах. Их каждый день на различные физиотерапевтические мероприятия нужно спускать, поднимать. Это тяжело. Есть пожилые люди, которые
не могут спускаться элементарно там во двор дома или сходить в магазин, и они нуждаются в чужой помощи, чтобы им приносили какие-то там элементарные продукты питания. Я со своей стороны прилагаю максимально усилий для того, чтобы решить эти проблемы, но, к сожалению, проблема с лифтами не решается. И тут, ну, как То бы есть и я перспективы никакой ответственно нет? не показывают пути возможного решения этой проблемы. Я хочу, чтобы люди тоже понимали, ни у одного из депутатов и у парламента в целом нету фонда, откуда можно изыскивать определенные там денежные средства для того, чтобы решать важные для людей, значимые, давно не решающиеся проблемы. Да? Мы со своей стороны вынуждены обращаться опять-таки к исполнительной ветви власти для того, чтобы оказать содействие в решении этих проблем. Но вот если говорить в цифрах, за это время, что я уже являюсь депутатом, не говоря о личных обращениях в виде телефонных звонков, ну, бывают такие вопросы, которые там по телефону тоже обращаются и по телефону решаются. Вот именно оформленных у меня 69 обращений, 69 соответствующих запросов в те или иные инстанции для решения вот тех ситуаций, которые указаны в этих обращениях. И хочу сказать, что подавляющее большинство удовлетворено. Есть некоторые сейчас, вот из 69 на данном этапе 9 еще Нерешенных. вопросов не решенных, но они в процессе решения. Но Как это бы там. помимо лифтов или какие-то Это, другие да, это вопросы? помимо лифтов. Да? В основном это личный, частный, это материальная помощь, лечение, мы уже говорили, да, там обеспечение медикаментами, продуктами питания, арендной платы за съемное жилье, как бы, да, такие проблемы тоже есть, и ряд других еще вопросов, но они все такие вот хозяйственно-бытовые вопросы и сложные, которые вот имеют накопительный эффект. Но я вот говоря об этом хочу еще подчеркнуть одну особенность, которую я для себя определил. Вот что получается? Вообще система у нас как теперь функционирует. Да? Депутат — это уполномоченное избирательным лицо представлять их интересы в законодательной ветви власти, да? Решать те или иные вопросы там, для того, чтобы создавать условия, законодательную базу для того, чтобы ну, как-то процесс развития республики, предполагающий решение бытовых проблем в том числе, как бы был более эффективен. Да? Ну, Хорошо, но для этого есть условно. депутаты местного собрания, Да, непосредственно, но я же которые говорил о должны том, что заниматься там управы, вопросами. депутаты местного самоуправления, они знают об этих всех проблемах, но ресурсов недостаточно. И вот То есть депутату парламента проще эти вопросы не то, что решить? проще, жители, да, там, граждане того или иного округа, они считают, что ну, депутат парламента обладает большим ресурсом и большими полномочиями, чтобы содействовать реализации этого вопроса. Но что происходит в итоге? Да? Уполномоченные органы, и зачастую это органы исполнительной ветви власти, которые, да, там, хозяйствующие субъекты, начиная от них, да, ну, как бы их основные обязанности — это решение вот этих хозяйственно-бытовых вопросов. Они с этим не справляются, обращаются к депутату, и депутат обращается опять в исполнительную систему власти для того, чтобы решились эти вопросы. То есть Вот тут замкнутый круг замкнутый получается. круг и зависимость определенная, да, то есть депутат — это представитель законодательной отдельной ветви власти, но он вынужден обращаться в исполнительную ветвь власти для решения тех С вопросов, которыми обращаются с граждане. которыми обращаются граждане и которые входят в сферу компетенций и должностных обязанностей исполнительной на местах, ветви власти на местах. И вот это, конечно, это очень сильно, во-первых, отвлекает депутата от основных задач, хотя, конечно, он должен взаимодействовать с избирателем, он должен оказывать содействие решению этих Но эта проблем. работа должна быть в определенном направлении, а не такая всеобъемлющая, У всеформатная. меня на первом этапе, да, моей депутатской деятельности, вот именно эта работа занимала, наверное, ну, 70% времени. Я знаю, что ты сейчас планируешь открывать общественную приемную, сейчас или Да. после каникул, я так понимаю. Расскажи о работе, где будет проходить прием, в какие дни, может быть, ты определил, какой формат. Да, давно над этим работаем. И это, в принципе, то, вот выступая там,
перед избирателями с программными предложениями, да, которые мы готовы там имплементировать, работая в случае, если они окажут нам доверие работать в парламенте с этими программными предложениями. Наряду с этим мы говорили о том, что хотим создать общественную приемную в округе для того, чтобы интенсифицировать и укрепить взаимодействие и обратную связь с избирателем, чтобы не было так вот, да, когда там кандидат, он там взаимодействует, встречается с Потом избирателем, забывает потом о них. становится депутатом, он забывает и появляется только опять перед очередными выборами. Чтобы вот такого не было, и чтобы укрепить действительно, потому что мы на это и нацелены, укрепить взаимодействие с избирателями, как бы вот у нас было обещание о создании общественной приемной в округе. Но ввиду некоторых сложностей, о которых сейчас в принципе нет необходимости говорить, ну, немножко на год затянулась эта история, но сейчас уже вот активно мы подходим к тому моменту, когда с сентября, очень рассчитываю, с сентября месяца этого года уже в округе на новом районе начнет работать общественная приемная, где, во-первых, ну, я буду часто находиться и вести непосредственные диалоги, общение с избирателями. Плюс будут, помимо меня, там будут находиться члены команды, там, юристы, экономисты, хозяйственники, да, и вот этот процесс будет, мне кажется, процесс взаимодействия с избирателями и получения обратной связи, он будет укреплен. Конкретные дни и даты сейчас я сообщить, ну, пока не могу, это все в процессе, но в любом случае об этом избиратели, жители нашего округа будут проинформированы, и все будут, надеюсь, знать о том, что вот на территории нашего округа будет действовать общественная приемная, где каждый может прийти и со своим предложением, обращением, там, заявлением обратиться, или просто прийти поговорить, пообщаться, чай, кофе попить. Ну, это хорошая очень инициатива. Спасибо тебе большое за этот диалог. Я знаю, что ты ведешь канал «Дневник депутата Айнара Гицпы», то есть ежедневно твои избиратели, просто граждане могут наблюдать от твоей деятельности. Но я думаю, что мы продолжим традицию ежегодного такого отчетного интервью и в преддверии каникул будем рассказывать о проделанной работе. Конечно, с удовольствием готов делиться и обязан, наверное, делиться тем, Да, чем я занимаюсь, чтобы избиратели знали, вот их депутат, что он каждый день делает, да, и каким образом он представляет их интересы в законодательной ветви власти. спасибо большое, Вам да. спасибо.